Здравствуйте. В Москве полдень. В студии Жанна Агалакова с сообщениями о важнейших событиях к этому часу. В Чечне сегодня подводят итоги вчерашних президентских и парламентских выборов. Официальные результаты будут объявлены позже. Ими президента республики назовут лишь 2 февраля. Но всем, и наблюдателям, и, конечно же, журналистам, хотелось бы опередить события и наиболее точно предсказать исход голосования. У нас в прямом эфире наш корреспондент в Грозном Сергей Гапонов. Добрый день, Сергей. Добрый день, Жанна. Вам слово. Центр избирком Чеченской Республики Ичкерия к настоящему моменту обладает следующей информацией. Именно у председателя ЦИК Мумади Сайдаева, мы получили ее, проголосовало 60% избирателей. Это приблизительно 300 тысяч человек. Надо учитывать, что далеко не все бюллетени еще находятся в Центр избиркоме, поскольку из отдаленных районов республики они еще туда не доставлены. Жанна? А какие данные по лидерству в президентской гонке? Официальных данных, которыми бы обладал Центр избирком, нет. Они появятся не раньше завтрашнего дня. Однако, естественно, подобные данные, которые являются неофициальными, есть в штабах претендентов. В частности, в штабе Аслана Масхадова нам сообщили, что по сведениям из источников, близких к штабу, Масхадов лидирует. Правда, процента никто не знает. Похожую информацию нам сообщили и в штабе Шамиля Басаева. Информацию о том, что лидирует Шамиль Басаев. Но еще раз повторяю, официальные сведения о том, кто лидирует в гонке, появятся не раньше завтрашнего дня. Жанна? И все-таки можем ли мы с определенной долей уверенности утверждать, кому отдано первое место к этому часу? Кто? Все-таки Масхадов или Басаев? По нашим наблюдениям, я подчеркиваю, по нашим наблюдениям, скорее всего, это Аслан Масхадов. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Мы ждем от вас свежей информации и надеемся связаться в прямом эфире в 14:00 по московскому времени. У нас в прямом эфире был наш корреспондент в Грозном Сергей Гапонов. Он сообщил, что на этот час, по предварительным данным Центра избиркома Чечни, в выборах приняли участие около 60% избирателей. А в президентской гонке, по наблюдениям наших корреспондентов, лидирует Аслан Масхадов. Один из ближайших сподвижников Масхадова, лидер партии национальной независимости Чечни Руслан Кутаев, уже заявил о победе Аслана Масхадова на выборах президента Чеченской Республики. Он выразил убеждение, что с проведением более точных итогов вряд ли что-то изменится в расстановке сил, поскольку ближайший конкурент Масхадова, Шамиль Басаев, отстает от него более чем на 20% голосов. Но это информация одного из сподвижников Масхадова, Руслана Кутаева. С поступлением информации из отдаленных избирательных участков цифры, конечно, будут меняться, но, скорее всего, они не изменят общей картины, а лишь скорректируют ее. Итак, вероятный президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов. 45-летний Аслан Масхадов родился в Казахстане. В 1972 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское училище, в 1981-м военную академию в Ленинграде. Служил в Венгрии в должности командира дивизиона, затем командира полка. В 90-м в Вильнюсе, являясь начальником ракетных войск и артиллерийской дивизии, участвовал в захвате телецентра. Службу в армии закончил в 92-м году, тогда же перешел на сторону чеченских сепаратистов, и к началу предвыборной президентской кампании Масхадов возглавлял штаб вооруженных формирований Чечни. На фоне военных действий летом 95-го дивизионный генерал Масхадов активно включается в переговорный процесс между Чечней и Россией. 31 августа 96-го он подписывает мирное соглашение с прежним секретарем Совета Безопасности Лебедем в Хасавюрте. А 23 ноября уже в качестве премьера коалиционного правительства Чечни Масхадов и Черномырдин в Москве закрепляют хасавюртские документы временным политическим соглашением Федерального центра и руководства республики. Женат, имеет дочь и сына. Корреспонденты нашей телекомпании продолжают работать в Чечне. Несколько минут назад мы получили от них материал с подробностями того, что сейчас происходит в Грозном. Сегодня, так же как и вчера, в Чечне выходной. Однако некоторые республиканские структуры работают с перегрузкой. В частности, Центр избиркома и Министерство внутренних дел. В течение всего дня в ЦИК привозят бюллетени из разных избирательных округов. О напряженности работы сотрудников избиркома говорит тот факт, что к настоящему моменту проверены не более 50% бюллетеней. Официальная информация о том, кто лидирует в гонке за пост президента, появится, скорее всего, не раньше завтрашнего дня. Однако представители штаба Аслана Масхадова сообщили, что, по их данным, бывший начальник чеченского военного штаба лидирует с большим отрывом.
от окружения Шамиля Басаева поступила информация о лидерстве бывшего командующего Центральным фронтом. Оба основных претендента назначены на сегодня пресс-конференции. Они пройдут вечером. Должны обнародовать свои замечания по ходу выборов и наблюдатели от ОБСЕ. Однако, как уже сейчас считают некоторые эксперты, голосование в Чечне прошло вполне демократично и нет никаких оснований не признавать его результатов. Иван Пантелеев, Илья Мордюков, НТВ из Грозного. Лидерство Масхадова на президентских выборах в Чечне не стало неожиданностью не только для сторонних наблюдателей, но и для самих претендентов на пост главы республики. Один из кандидатов, Мавлади Удугов, так комментирует складывающуюся расстановку сил. На высочайшем уровне все прошло. Активность избирателей невиданная, практически до 10 часов многие не смогли проголосовать чисто физически. Если бы продлили бы даже до 2 часов ночи, люди бы шли. Нарушений каких-то особых не было, слава богу. Что касается результата выборов, то, в принципе, результат тот, который лично я ожидал и наш штаб планировал. Формально это моя победа. Ту задачу, которую я перед собой поставил, я выполнил, и штаб мы выполнил на 120% с перевыполнением. Так, все нормально. Обязательно пойду в отпуск с 1 февраля. Я где-то себе до середины марта устрою обязательно отпуск. Значит, отдохну, а до 91 года в отпуске не был. Потом будем думать. У нас есть заявление 5 кандидатов о том, что при любом исходе голосования будет одна единая команда. Если договоримся, буду работать. Если не договоримся, буду заниматься другой деятельностью. Но, естественно, буду заниматься политикой. Это был комментарий одного из претендентов на пост президента Чеченской республики Ичкерия Мавлади Удугова. Свое мнение о прошедших выборах также высказал в интервью нашей телекомпании и еще один кандидат – Зелимхан Яндарбиев. Предварительные итоги говорят о том, что Масхадов опережает, Басаев опережает Яндарбиева. Я учитывал и такой исход тоже. Нарушения были грубые тоже, особенно уже в ночное время. Если бы я захотел бы сегодня также не признавать, у меня достаточно оснований. Об этом я говорил в центре избиркому. Но у нас другие задачи. Чем вы планируете заниматься сразу после выборов? Тем же, чем занимался до сих пор, только не в президентском кресле. Это было мнение Зелимхана Яндарбиева, одного из 13 кандидатов на пост президента Чечни. Нам также удалось связаться с предвыборным штабом еще одного претендента – Шамиля Басаева. Его представитель Асламбек Исмаилов сообщил нам, что в ходе выборов были отмечены грубые нарушения. Также в штабе Шамиля Басаева утверждают, что Аслан Масхадов лидирует лишь в 26 округах, и то с небольшим перевесом. Как видите, информация из Чечни поступает противоречивая. Каждый из кандидатов имеет свое мнение насчет того, как распределились голоса и какие нарушения стоит считать грубыми, а какие нет. Но, тем не менее, наблюдатели из Российского общественного движения «За честные выборы» утверждают, что никаких нарушений зафиксировано не было. Мы продолжаем следить за тем, как идет подсчет голосов в республике. 4 съемочные группы нашей телекомпании работают сейчас в Чечне, и по мере поступления информации мы будем вас с ней знакомить. Официальная оценка результатам голосования в Чеченской республике будет выработана на специальном заседании консультативного совета. Он соберется сегодня в Москве в 15:00 по поручению президента. В совете примут участие премьер Виктор Черномырдин, руководители обеих палат Федерального собрания Егор Строев и Геннадий Селезнев, глава администрации президента Анатолий Чубайс и секретарь Совета безопасности Иван Рыбкин. Также на совете будет обсуждена возможность заключения с Чечней экономического соглашения. Предыдущее соглашение, которое было подписано Черномырдиным и Масхадовым, завершило свое действие накануне выборов 27 января. Видимо, сегодня пройдет традиционная встреча президента России с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Во всяком случае, президент несколько минут назад уже прибыл в Кремль. Как сообщили нам в пресс-службе президента Бориса Ельцина, президент планирует встретиться с Черномырдиным после заседания консультативного совета. Также пресс-служба сообщила, что пресс-секретарь главы государства Истер Жемский проведет сегодня брифинг в 15:00. Кроме этого, сегодня в Москве соберутся политики и за круглым столом будут обсуждать тему «Чечня, выборы и перспективы». В круглом столе примут участие министр по делам национальности и федеративным отношениям Вячеслав Михайлов и депутат Госдумы Станислав Говорухин. Соединенные Штаты твердо придерживаются принципа, согласно которому Чечня является неотъемлемой частью России.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Николас Бернс. Выборы в Чечне он назвал важным и необходимым шагом для процесса примирения между русскими и чеченцами после войны. По словам Бернса, среди иностранных наблюдателей в Грозном находится американский дипломат, и Соединенные Штаты получают информацию о ходе голосования из первых рук. В тесном контакте с российской и чеченской сторонами работают и посольства США в Москве. Пока нет информации о реакции на выборы в Чечне других зарубежных государств. Видимо, она начнет поступать после подведения итогов голосования. Между тем, согласно сделанному ранее заявлению российского МИД, с любой страной, признавшей независимость Чечни, будут немедленно разорваны дипломатические отношения. И еще одна тема, остающаяся в центре внимания в последние дни. Продолжается поиск наших коллег, журналистов УРТ Романа Перевезенцевой и Вячеслава Тибелиуса. Как стало известно, агентству «Интерфакс» переговоры с чеченской стороной о передаче журналистов ведет бывший секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь. В своем интервью он подтвердил этот факт, заявив, что действительно посылал своих людей на переговоры. Мы связались с пресс-секретарем бывшего секретаря Совета Безопасности Александром Бархатовым. Он сообщил нам, что действительно такие переговоры ведутся. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Чечне, сейчас к любым сообщениям на эту тему нужно относиться осторожно. Все подробности мы сможем узнать лишь после освобождения наших коллег-журналистов ОРТ. Возможно, это произойдет в ближайшие 2-3 дня. Однако, как сообщил нашей телекомпании министр внутренних дел Чечни Казбек Махашев, поиски пропавших журналистов в последние 2 дня практически не велись.